Программамыз devam etmekte dostlar. Mana böyle güzel reseptlerine baktık. Gerçekten de güzel görünüyor ve elbette siz de onlarını pişirebilirsiniz dostlar. Biz ise vaat etkenimiz gibi bizim stüdyamızda misafirler buluna ve biz bugünkü günün güzel bir bayramı hakkında laf yürüteceğiz. Elbette, hürmetli dostlar, bugün endi xalqaro ruhiyatchilarning kuni qayd etildi ve biz elbette bu bayramga diqqat ayırdık ve bizim studiyamızga misafirlarni davet ettik. Demek, qarşılaymiz bizim studiyamızda Susana Kapedinova, psixologiya ilimlarining namzeti ve onun yanında Emine Asanova, Qoranta, balalar ve yaşlar için ijtimoiy xizmetlari Qrim Cumhuriyet Merkezi'nin baş mutaxassisi. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Sabahınız hayırlı olsun. Sabahınız hayırlı olsun. Sağ olunuz. Как настроение? Как началось утро? Все хорошо? Хорошо, все отлично. Самое главное. С праздником! Байрамыңыз хайырлы olsun, конечно. Наверное, сегодня можно вспомнить, как вы выбрали эту профессию, как вы связали Чего все свою жизнь начиналось? с психологией. С чего начиналось? Я закончила университет ТНУ и устроилась в Центр социальных служб. Центр социальных служб были отделы социально-психологической помощи. Поэтому я пошла второй раз учиться в ТНУ на факультет кафедры психологии и стала выпускницей этого университета. Работала в гимназии, работала в Центре социальных служб, работала в училище практическим психологом, потом пришла преподавать, стала аспиранткой и стала кандидатом наук. Вот. И больше 10 лет уже преподаю на кафедре психологии. А Эмине, она выпускница нашего университета, кафедры психологии, красный диплом. Их выпуск было 8 человек в 2012 году. 2012 году, так вот 8 дипломов красных было. И она тоже связала свою жизнь в психологии непосредственно с семьями. Сейчас работаю главным специалистом в Крымском республиканском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи. Работа наша связана как с психологией, так и с социальной поддержкой семей. Работаем мы с различными категориями семей. Это социально уязвимые слои населения, дети-сироты, многодетные семьи, дети с ограниченными возможностями здоровья. Да? То есть работа наших специалистов в Крыму у нас 25 центров социальных служб, заключается непосредственно в работе с семьей, как социальным институтом, как с определенной ячейкой общества, да, конкретной. То есть мы помогаем с различной степенью, да, то есть это социально-правовая поддержка семьи, социально-психологическая помощь. То есть специалист, он как бы первый помощник, можно сказать, да, семьи, то есть он вникает в семью, вникает в проблемы семьи, да, конкретно, изучает ее и старается помочь по мере возможностей. Ханум, вы так легко все рассказали, стала аспиранткой, стала кандидатом наук. Конечно же, это такой непростой и нелегкий путь. Наверняка были какие-то трудности, и не было ли у вас такого, что вы хотели бы отказаться от этой профессии, от этого направления? Направление у меня социальная психология была, потому что я работала в Центре социальных служб, как и меня как по моим стопам пошла. Вот, поэтому социальная психология были программы, и поэтому я пошла аспиранткой социальной психологии. Сегодня я никогда бы не сказала, что у меня были трудности, ну, потому что семья, потому что разъезды, но интерес всегда был, и мне даже не хватает этого времени, потому что когда я приезжала на сессию в Киев, там всегда были какие-то конференции, мастер-классы, это, ну, возможности столицы, и я с удовольствием посещала все, что можно было посещать, училась и с удовольствием ездила, и вот этого мне не хватает сегодня. А так, свою работу я очень люблю. Я уже и не только преподаю в университете, как бы я понимаю, что интерес к нашей профессии растет, и считаю как бы себя востребованной в этой профессии, потому что, ну, с каждым годом или с какое-то время вот увеличивается число обращающихся людей, которым нужна какая-то помощь психолога, то есть они ждут эту помощь. У каждого психолога своя какая-то манера консультации. На лекции идут как на артистов, потому что это, ну, как знание психологии, ты все равно через себя как-то это проносишь, все через свой опыт, через свое понимание, через тех преподавателей, которые на тебе оставили какой-то отпечаток, да.
были такие любимые преподаватели, у которых с удовольствием можно было учиться. Поэтому я свою профессию очень люблю. Думаю, что лекции по психологии или практические занятия по психологии – это самые, наверное, интересные в университете. И получаешь большое удовольствие, когда ты видишь, что говорят тебе спасибо или что было интересно. И как-то это такая самореализация, знаете. Вот. Ну, я думаю, что наша профессия с годами, она не будет терять свой, как сказать, не пойдет на убыль, а будет только интерес к ней возрастать, и такая профессия только набирает нас в нашем государстве, набирает только и набирает наши большие обороты. Интерес к ней возрастает. Очень интересно. То есть спрос растет, но конкретно за какой помощью обращаются люди? Конкретно, да, если брать наш Центр социальных служб, да, то это социально-правовая, там бывает поддержка, именно психологическая. То есть родители, столкнувшиеся с проблемой, да, возможно, какого-то деструктивного поведения несовершеннолетних, интернет-зависимости детей. Сейчас очень актуальна проблема, да, профилактики суицидального поведения. Тоже вот последние 2-3 года в Крыму это как бы есть. То есть проблемы взаимоотношений в семье, взаимоотношений в обществе, в школе, у детей с родителями. Разница поколений, разница возрастов, все это сказывается, да. И не всегда у родителей бывает возможности вовремя понять, вовремя уследить вот эти моменты, да, изменения поведения, особенно детей подросткового периода, подросткового возраста. Вот, обращаются, да, с помощью помочь, подсказать. Но основная цель психолога, как мы все знаем, это выслушать. В первую очередь это выслушать, да, дать человеку высказаться и понять его проблему. А вы работаете с каждым ребенком индивидуально или это какие-то занятия в группах? Проводятся и групповые мероприятия нашими специалистами. Мы уже, как Крымский республиканский центр, являемся методическим отделом. То есть мы оказываем психологическую поддержку, да, методическую поддержку специалистам, работающим на местах, работающих в отдаленных поселках. То есть у нас в каждом поселке есть специалист по социальной работе. То есть это более, да, конкретная у них работа. То есть они посещают семьи, проводят в школе совместно с социальными педагогами, психологами упражнения, да, групповые мероприятия какие-то проводят. Вот. А мы так как бы методическую помощь оказываем. Сана Ханым, насколько популярно среди поступающих вот направление психология? Ну, я думаю, что в университет, когда подают абитуриенты документы, это самый востребованный конкурс, самый большой на факультет, на кафедру психологии, на наш факультет. Вообще наш факультет пользуется спросом. У нас специальности очень хорошие: дошкольное, начальное образование, дефектология и психология. Наверное, ну, я не побоюсь сказать, первое место занимает, потому что я куратор первого курса, и контингент у нас очень с высокими знаниями как бы приходит. Я смотрю, какой средний балл, высокие показатели у них учебные, да, и сегодня до 50 человек. Там группа 48 человек, поэтому это у нас сейчас приходят многие на кафедру и говорят, есть ли у вас хорошие выпускники, кого нужно трудоустроить. Сейчас есть и места, куда, в общем-то, и приглашают. Многие же наши работают, выпускники, многие психологи школ, детских садов, там, отделы кадров. То есть люди в разные инстанции устраиваются психологами. Есть дефицит даже вот на специалистов хорошего, ну, как бы уровня. Поэтому у них конкурентоспособность большая такая, потому что их много. И они с таким интересом учатся. Первый курс такой хороший набрали в этом году. Я радуюсь, введение в специальность у них веду, психология. Поэтому ну, хорошие дети и хорошие психологи, надеюсь, получатся из них. Ну, у вас на факультете как бы специальности нужные, точнее, вот если посмотреть филология, не всегда факт, что это будущий учитель. А у вас уже сразу, подавая документы, например, даже на дошкольное образование, уже понятно, что человек в дальнейшем уже будет специалистом именно в узком направлении, и это, наверное, очень хорошо. И вот то, что приходят уже непосредственно к вам с вопросами о том, чтобы мы хотим забрать у вас одного студента, это, мне кажется, это еще самое лучшее, как бы, самое приятное, что может быть в вашей работе. Но, тем не менее, вот Эмине Ханум, хотелось бы задать вам вопрос, так почему вы все-таки выбрали это направление? Почему я выбрала это направление? Мне всегда нравилось работать с детьми, да. Мне всегда нравилось чувствовать то, что ты оказываешь какую-то поддержку и полезен, наверное, людям, полезен, да. То есть твое дело приносит благо, в первую очередь.
Оксана Ханом, как вы считаете, каким должен быть хороший психолог? Какими качествами он должен обладать, ну, помимо профессиональных, конечно? Понимаете, можно и выучиться на психолога, но не быть им. Да, есть теоретики психологи, а есть практики психологи. У нас даже вот школы психологии, они по-разному развивались. В Европе, например, от практики, а в отечественной психологии от теории к практике. Настоящий психолог, ну, конечно, база должна быть знаний, конечно, потому что возрастная психология, социальная психология личности, без этого ты не будешь практикующим психологом. Но психолог практически, это, конечно, это человек с эмпатией, такой рефлексивный сам, тот, который умеет помогать, но при этом и абстрагироваться, потому что это тоже как одна из сторон нашей профессии, не носить чужие камни за спиной, ну, как в своем рюкзаке, да, то есть... То есть не быть губкой, да, такой? Да, потому что ты понимаешь, что есть проблемы у всего человечества, но ты как бы сам как источник какой-то энергии должен оставаться, при этом вот уметь абстрагироваться и понимать, разделять свое и как бы при этом оставаться собой. То есть это не профессия, это призвание. Ну, я бы сказала, да, что такие практикующие психологи, которым идут, которые как бы вот, которым не нужен никакой пиар. Они, потому что это уже как людская молва, знаете, вот, что такое психологи, такие есть. К ним идут, и к ним постоянно будут идти люди, и то есть тут как бы... Вот вы сказали о посещении всевозможных тренингов, лекций. Вот насколько это сегодня развито в Крыму? То есть проводятся вот в такие внеурочные, внеуниверситетские мероприятия в области психологии? У нас в университете ежегодно проводится конференция. Вот мы сейчас в декабре месяце, кафедра психологии, университет планирует нашу. Приезжают у нас большой профессорский состав с Москвы. У нас будут и доклады, у нас будут и мастер-классы, и круглые столы. То есть студенты уже туда приглашаются все психологи школ, все специалисты. То есть на такие мастер-классы, ну, обычно не бывает у нас мест даже, чтобы посмотреть и поучаствовать в этом всем. Вот университет сам проводит. У нас в университете вообще часто же проводятся и круглые столы, и конференции. Вот, но именно по психологии такая большая масштабная конференция с линейкой мастер-классов у нас проводится в декабре, в начале декабря. Вот. А так в ТНУ тоже, наверное, проводятся какие-то конференции, приглашаются специалисты, куда приезжают со своими мастер-классами. То есть наши университетские преподаватели, они тоже обучаются где-то и проводят, допустим, там в какие-то дни, объявляют группы, собирают группы, терапевтические группы и работают. И со студентами, и просто с людьми, которые могут прийти со стороны и поработать. Помогают ли вам ваши знания в области психологии в повседневной жизни? Вот как вы, например, реагируете там, на хамство в общественном транспорте, на какие-то вот раздоры в семье, например? Ну да, стараешься как бы понимать, да, что это все уходящее, приходящее, что нужно как бы спокойнее на все реагировать, что этим самым мы портим только свою нервную систему. Ну, на самом деле, я думаю, всем надо пожелать хороших эмоций, чтобы все было хорошо. Чтобы все было позитивно, положительно, да. Чох Салонс, что сегодня посетили нас. Еще раз поздравляем вас. Действительно, это замечательный праздник, замечательная профессия и, конечно, нужная профессия. Пожелания телезрителям. Желаем вам, да, добиваться всегда поставленных целей. Здоровья вам и вашим близким, в первую очередь. Я тоже желаю всем здоровья, семейного благополучия. Знать, что есть у нас специалисты, если даже чего-то кто-то не знает, всегда можно обратиться. Не нужно от своего незнания говорить, что я не могу. Есть такие притчи, знаете, все в твоих руках. Вот чтобы каждый человек знал, что все в его руках на самом деле. Ну, а мы желаем вам побольше студентов, умных, конечно, и чтобы с красными дипломами заканчивали. И, конечно же, терпение в вашем вашей нелегкой работе. Чох Салонс келгеніңіз үшін. Құрметті достар, біз есе девам етеміз. Не в бетеге қысым бұйырыңыз, сейретіңіз.